2016 году значительно поднялись дороги, и вода начала подмывать памятник. Все это привело к его накренению. В 2018 году были выделены средства на исследование и разработку проектной документации. Состояние памятника оказалось хуже, чем предполагалось изначально, и вокруг Владимира Ильича оперативно установили ограждение. Ночью 14 июля 2022 года начались реставрационные работы. В прошлом году в основном были проведены работы по демонтажу и работу по сваям. Тут надо сказать, что в свое время, когда памятник Ленину делали, это на 6 метров котлован вырыли и, соответственно, туда поставили эти сваи на подушках. Всего около 40 свай было. И, соответственно, в прошлом году заново надо было вот эти все разобрать и поставить новые сваи. В этом году началась реставрация самого уже восстановления самого постамента. Сейчас основные работы идут. В самом начале подготовки выяснилось, что большая часть документов была утеряна. Из-за этого пришлось все делать практически с нуля. Так, например, не было известно, что находится под монументом – забетонированное поле или сваи. Как оказалось, последнее. Все это натолкнуло службу государственного заказчика на заложение капсулы времени с проектно-сметной документацией, фотоотчетом всего процесса и именами всех его участников, чтобы упростить работу будущих реставраторов. А пока студия подрядчик с лицензией на ремонт памятников культуры наносит последние штрихи. У нас сейчас как раз последние штрихи бетонных работ. Сегодня заливаем и уже на следующей неделе или к концу недели уже начинаем, уже в художественных работах. Это у нас получается облицовка гранитных материалов. Сначала постамент укрепят цементом, а после перейдут к сбору гранитных плит, большая часть которых в ходе демонтажа была повреждена. Такие же более не выпускаются. Сошлись на решении в основании использовать как уцелевшие материалы, так и с боковых конструкций. Во всем остальном будут установлены новые плиты, заказанные в Санкт-Петербурге, очень похожие, лишь с небольшими изменениями. По самому памятнику Ленина проведены работы по пескострую. Пескострой имеется в виду, песком моют, потому что памятник очень грязный был, там птичий помет, годами, за 55 лет очень много грязи накопилось. Сейчас он уже почти такой светлый, такой бронзового цвета стал. После этого, его будет, по-простому сказать, лакирование, да, и цветом тот же, как старый был цвет, такой синий-темный, такого цвета будет. Из интересных моментов истории памятника можно отметить 10 лет одной лишь подготовки к установке бронзового Ленина. Конструкция большая, постамент высотой 8,5 метров и скульптура в 6. Исследование и качественное проектирование способствовали долгим 55 годам, в течение которых Владимир Ильич твердо стоял на вечной мерзлоте. Также ожидалось, что памятник по весу составит порядка 15 тонн, однако в ходе исследований перед демонтажом оказалось, что скульптура полая и весит лишь 5 тонн. Осталось лишь дождаться конца октября, начала ноября, когда на площадь вернется главный монумент нашего города. Марина Захарова, Георгий Григорьев, Якутск.